Итак, друзья, наша больница официально открыла свои двери. Мы от всей души поздравляем. Перерезать красную ленточку на торжественном открытии новых медицинских учреждений главе республики в последнее время приходилось не единожды. За те 6 лет, которые действовал федеральный национальный проект здравоохранения, в Ингушетии построили врачебную амбулаторию в Сурхахи, 2 фельдшерско-акушерских пункта в Джейрахском районе и 1 в селе Южное Малгобекского района, а также больницу в Кантышево. Ее торжественно открыли чуть больше года назад. Старое здание больницы в Кантышево было построено в 1960 году. Его площадь составляла чуть больше 500 квадратных метров. Новый корпус в разы крупнее – почти 3000 квадратов. Здесь трудятся 207 сотрудников. Медики принимают до 100 пациентов за смену. Кроме Кантышева, больница обслуживает жителей Далакова и Гейберг-Юрта, а это около 29 тысяч человек. Разумеется, старое здание даже не идет в сравнение с новым корпусом. Конечно, разница очень большая. В старой больнице было тесно, конечно, все ютились, условий никаких не было. Вот с переходом в новое здание у нас условия очень отличные. Процедурная большая, палаты просторные, коридор широкий, просторный. Все чисто, красиво. 240 на 120 давление уже оттянешь. А с давлением 120 нет, отвали. Лучше дичь хочешь. Сегодня давление уже как у космонавта. Профессионализм врачей и комфортные условия делают свое дело. 68-летняя Роза Гелисханова лежит в Кантышевской больнице уже в 3-й раз за 1,5 года. Гипертония не дает покоя. Роза Яхьяевна – мама 9 детей, бабушка 45 внуков и прабабушка 5 правнуков. 3 ее сына и внук сейчас находятся на СВО. Своими воинами женщина очень гордится, но и волнуется за них. На фоне этого часто поднимается давление. Обращалась она к врачам за помощью и в старом, и в новом здании. Отмечает, что отношение медиков всегда на высоте, а в остальном разница, признается, налицо. Ну, конечно, старое здание, тесно было, все равно условия лучше лечения. Но там тоже порядок был. Старое здание лучше. Ну, ухча хози, в Москве дух и хай. В Москве сам хози, ухцани, хози, обслуживание, чуадики, питание, чуадики. На строительство больницы в Кантышево ушло более 200 миллионов рублей по нацпроекту здравоохранения. Здесь есть физиотерапевтический кабинет, клинико-диагностическая лаборатория, кабинеты ультразвуковой и функциональной диагностики и многое другое. С открытием нового корпуса у нас появились дополнительные возможности. Это мы открыли дополнительный стационар, дневной стационар терапевтического профиля. У нас имелся дневной стационар кардиологического профиля и круглосуточный стационар на 30 коек. Что особенно пришлось по душе пациентам, так это льготная аптека. Раньше вместе с рецептом от врача им приходилось ехать в городскую поликлинику в Назрань, либо центральную районную больницу. Теперь же все лекарства можно получить в одном здании. И такими нововведениями в медицине обрадованы не только жители Кантышева. В Ингушетии удалось реализовать все мероприятия, которые были запланированы в рамках национального проекта здравоохранения. Закупили высокотехнологичное оборудование для онкологического диспансера и республиканской больницы. Дооснастили первичные сосудистые отделения в Малгобеке и Сунжской ЦРБ. Обеспечили медицинским оборудованием женские консультации. Нам удалось дооснастить нашу республиканскую больницу ангиографической установкой для проведения стентирования населения. То есть сейчас эта помощь доступна круглосуточно, в полном объеме, благодаря этой нашей новой ангиографической установке. И также для республиканского онкологического диспансера у нас был закуплен аппарат магнитно-резонансной томографии с очень хорошими параметрами, и аппарат компьютерной томографии, который также увеличил доступность данного вида помощи для нашего населения. Кроме того, в рамках проекта были закуплены передвижные мобильные медицинские комплексы, которые посещают жителей по территории всей республики. Всего для Ингушетии их приобрели 18 единиц. Благодаря им жители республики имеют возможность бесплатно пройти необходимое ультразвуковое исследование и получить консультацию специалиста. Передвижными центрами здоровья было совершено более 1500 выездов в разные населенные пункты региона, в ходе которых осмотрено свыше 100 000 человек.
Снижение младенческой смертности – главный результат нашей работы, отметил в своем телеграм-канале глава республики Махмуд Али Калиматов. Национальный проект позволил существенно улучшить качество медицинской помощи детям в Ингушетии. Это зона особого внимания президента России. Кроме этого, большое внимание уделяется закупке лекарственных препаратов для пациентов, переживших сердечно-сосудистые катастрофы, инсульты, инфаркты, а также кто перенес стентирование и аортокоронарное шунтирование. Эти пациенты в течение 2 лет обеспечиваются лекарственными препаратами. Перечислить все, что сделано в Ингушетии за годы действия национального проекта здравоохранения в рамках одного сюжета невозможно. Как и невозможно озвучить все, что запланировано на предстоящие годы. С 2025-го в России запущен новый национальный проект «Правопреемник. Продолжительная и активная жизнь», в который входят несколько федеральных программ. Ингушетия в них тоже принимает участие. Проекты борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в рамках которой мы также будем закупать лекарственные препараты и обеспечивать данную категорию пациентов ими. Это борьба с онкологическими заболеваниями, в рамках которой мы будем совершенствовать оказание медицинской помощи, лекарственное обеспечение, химиотерапию для данной категории пациентов. Что касается дальше у нас новые проекты. Это борьба с гепатитом С, в рамках которого у нас также закупаются лекарственные препараты для пациентов с вирусным гепатитом С определенных категорий. И они проходят курс лечения и практически с выздоровлением продолжают свою активную жизнь. Также в рамках программы «Борьба с сахарным диабетом» закупаются датчики непрерывного мониторинга и расходники к ним для детей. Будут закупать их и для беременных. По новой программе ожидается дооснащение дневного стационара Малгобекской центральной районной больницы, а также городской поликлиники. И, разумеется, продолжится строительство Алиюртовской участковой больницы. В конце года медучреждение должно быть введено в эксплуатацию. И начнется стройка в селе Чемульга Сунжинского района. Там для жителей появится фельдшерско-акушерский пункт. Здоровье нации – это одна из важнейших задач государства, и оно делает все возможное для того, чтобы улучшить качество медицинского обслуживания людей. Доказательство тому не завершение нацпроекта здравоохранения, а переход его в следующий – продолжительная и активная жизнь. Анастасия Шишина, Султан Магушков, Магаз 24.